Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Владимира Путина самым опасным военным преступником нашего времени. И он абсолютно прав. Но важно помнить, его преступления начались не в Украине. Путин – это человек, на руках которого кровь российского народа и чеченского народа, в том числе кровь детей, убитых, похищенных и депортированных из Ичкерии. Сегодня мы разберем, что сказал Мерц, как ответил Путин и почему преступление Кремля – это системный террор, начавшийся с Чечении и продолжающийся в Украине. 2 сентября 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 назвал вещи своими именами. Владимир Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, сказал Мерц. Мерц также обвинил Россию в терроре против гражданского населения Украины. Удары по больницам, школам, жилым домам, Буча, Мариуполь, Сумы – символы российской жестокости, о которых начали говорить сегодня. Но для нас, для чеченцев, такие названия Грозный, Самашки, Алды, Катыр-Юрт давно стали символами геноцида, устроенного Путиным и его родным учреждением. Взорвав свои же дома, своих спящих россиян в своих собственных домах, обвинив в этом нас, чеченцев, Россия устроила нам геноцид. Еще на самом начале восхождения на свое правление и на свой престол. Мерц же предложил конкретные шаги. Усилить экономическое давление на Россию, организовать переговоры для прекращения огня и никаких уступок военных преступникам. Он подчеркнул, Путину нельзя верить. На следующий же день, 3 сентября, Путин назвал слова Мерца попыткой Запада снять с себя ответственность. Но кто развязал войну, кто аннексировал Крым, кто разрушал Грозный, Мариуполь и другие города, кто похищал чеченских детей и теперь похищает украинских? Это один и тот же преступник и одно и то же учреждение. Путин и ФСБ. Их ложь – это продолжение старой линии Кремля. В 1990-х он оправдывал карательные операции против чеченцев борьбой с терроризмом. Сегодня он оправдывает уничтожение украинцев борьбой с нацизмом. Схема одна – оправдать массовые убийства, скрыть геноцид и перевести вину на жертву или сочувствующим жертве. Но факты неумолимы. В Ичкерии Путин проводил этнические чистки, сжигал целые населенные пункты, устраивал массовые убийства. Вся Ичкерия была превращена в один сплошной концлагерь. В Украине он бомбит жилые кварталы, уничтожает города, похищает детей. Международные структуры задокументировали его преступления, и ордер МУС – это только начало. Мерц еще раз прав и 1000 раз прав. Путин военный преступник не только для Украины, но и для Чеченской республики Ичкерия, для Грузии, для Сирии, для многих других. Его место в Гааге, а не за столом переговоров. Хоть Фридрих Мерц и сказал правду, но правда шире. Путин несет ответственность и за геноцид чеченцев, и за геноцид украинцев, и за геноцид грузин, сирийцев. Его преступления распространяются дальше и на Израиль. Это единый почерк государственного террора. Мы не должны позволить забыть ни Чечению, которая была первой его жертвой, ни Украину, жертва сегодняшняя. Завтра он попытается уничтожить других. Поддерживайте Украину, поддерживайте Ичкерию, требуйте справедливости. Путин военный преступник, и мир обязан объединиться, чтобы остановить его. Путин, твое время и твоего учреждения время истекает. Мир знает правду. Справедливость победит. Слава Украине! Слава свободной Ичкерии!